градуса. На календаре у нас 9 апреля, суббота. И у нас третий день уже весна. Весна, друзья, весна. Ура! Третий день плюсовая температура. Пусть немного плюса, но плюс 2, плюс 3. На солнышке снег тает, да и так. Снега у нас еще очень и очень много. Специально сделал включение, чтобы посмотрели, в каком состоянии у нас автодорога Троицкий-Печорск. Покча, это моя деревня родная. И в каком состоянии она будет дня через 3-4. А именно столько я собираюсь провести в тайге. Еду в окрестности моей деревни. Буду жить в избе. Буду готовить плацдарм, площадку для палатки, где мы будем жить весной на Весновке. В общем, планов много. Попробуем на озере, на Жерлице. Попробуем на Печоре. Ну, что получится, то получится. Вы это, друзья, все сами увидите на канале. Впереди у нас 3-4, не знаю, посмотрим по обстоятельствам, потому что связь местами там ловит. Если что, родных предупредить смогу, если будет повод задержаться. Продуктов набрал, барахла набрал, вон всего достаточно, ведра взял, если рыбка будет, подсолим. Так что я весь в предвкушении прекрасного, друзья, все здорово. Наконец-то я выбрался опять в тайгу, сделал домашние дела. Были планы съездить еще раз туда, где мы оставили наших живцов подо льдом. Это около 50 как минимум, наверное, плотвичек, которые плавают до сих пор в бассейне. Но, увы и ах, рисковать не стал. По прогнозу ожидается до плюс 11. Некоторые сайты обещают до плюс 15-16 тепла, без ночных заморозков. Ночью тоже плюс 4. Плюс дожди. И есть риск, что дороги рухнут. И если я туда уеду, я могу остаться там до заморозков. То есть дорога раскиснет, на машине будет не проехать. Букс-то проедет, но все равно оставлять машину зачем? Я решил не рисковать и, в общем, решил проведать. Давно я уже хотел окрестности моей деревни, мои родные озера, моя родная Печора. Соскучился уже по этой рыбалке. В этом году весна запоздалая, собирался раньше, но видите, как получилось, так получилось. Так что впереди нас ждет интересное приключение. Порыбачим, поживем в избе, все будет. Ну, а сейчас сделаем короткое включение в нашей родной деревне. Там мы загрузим нашего урагана досками, горбылем, который будет, на которых будет стоять наша палатка. Ну, в общем, сами все увидите, друзья. Вот такая вот прекрасная весна на нашем севере. Просто прелесть. Душа поет. Погнали. Ни много ни мало, а время уже час. Полдня прошло. Не стал ничего показывать. В общем, очень много перекидали снега. Это пыль, что перекидали. Там возле матери раскидал, много чего привез, палатку, печку. Просто все, как мы видим, не влезло. Придется сделать еще один рейс. Ну, дай бог, чтобы эта конструкция доехала. Вот так вот 4 метра в сцепке. Снизу барахло все, сверху доски. И сейчас мы это будем посмотреть, как доедет все это хозяйство. Сколько, километров 10, да, надо будет доехать? Около того. Где-то по дороге с Анной, где-то по целику. Посмотрим, что у нас получится. Дай бог, чтобы что-нибудь да получилось. Дай бог довести, чтобы не упало, не пропало. Самое вот хреновое здесь вот. Ну, мы сейчас это будем посмотреть. Будем пробовать.
дороге едет. А здесь не хватает тоже. Ну что, друзья, ехали и наконец-то приехали. Вот оно, наше прошлогоднее место. Вот немного наших прошлогодних досок. Это где-то больше метра снега еще здесь у нас. Все под снегом. 9 апреля. Прошлый год в это время уже практически не было снега. Ну да, я в это время, не знаю, посмотреть надо прошлогодние ролики. Сейчас я ссылочку оставлю. Когда я устанавливал палатку, не помню, говорил, не говорил число. Там снега было, ну, сантиметров, может быть, 30-40 от силы. А тут больше метра по-любому, вон. Это тут, еще, короче, очень и очень глубоко. Где-то по пояс, наверное, примерно снега. В общем, до сюда доехал. Были планы выгрузиться на остров, но ладно, это когда-нибудь потом или по Насту. Заезд на речку и выезд с реки по Целяку я с таким грузом навряд ли поднимусь. Корыто вообще неподъемное. В 2-3 местах вот с накатанного вот корыта съезжало в сторону и тяжело приходилось. Ну что, потихонечку доехали. Время сейчас уже без 14:39, без 20, грубо говоря, 3. Сейчас пока выгружусь, будет уже, наверное, 3:30. Выгружусь, перекушу что-нибудь и съезжу, попробую съездить на озеро, пробиться на озеро и хотя бы поставить пару жерлиц до вечера, чтобы на завтра уже был фронт работы. Все, приступаем к выгрузке. Фу, так, ну что, сделали еще одно доброе дело. Выгрузили горбель, доски. Снег я чистить пока не буду. Снега очень много. Пусть немножко хотя бы растает. Горбель, как видите, я выгрузил не на снег. Все дышит, все сохнет, все тает. На сучки, на старый горбель. Пусть сохнет, пусть немножко снег отойдет. И через неделю, может быть через 2, почистим площадку. Пусть подсыхает. Место для нашей будущей палатки Алтай, где мы будем жить всю весновку. Ну а пока здесь я обедать не буду. Все-таки доеду уж до избы и там перекусим по-быстрому. Кушать хочу уже не могу. Все, погнали. Употел. Снега, конечно, в этом году километры. Ну, с Богом. 22 минуты 4. Доехали до избы. Здравствуй, избушечка. С декабря месяца мы здесь не были. Вон сколько снега на крыше навалило. Немножко с краю можно будет обтесать. Так долго задерживаться не будем. По-быстрому перекусим, потому что очень и очень хочется кушать. Обед у нас сегодня просто шикарный. Шашлык, целый контейнер, картошечка домашняя, яйца вареные и вот такие вот булочки от Валентины Васильевны с маком, с крошкой. Свеженькие все. Вчера вечером испекла. Вчера вечером шашлычок сделали. Шашлык не на углях, а замариновали. И вот такие вот порционные кусочки. Вот такие. И она как-то вот обжаривает, и получается очень сочно, мягонько и вкусно. В принципе, то же самое, что только без запаха дыма, но от этого они хуже не стали, честное слово.
Так, за приезд по маленькой, я думаю, будет не грех. Приехали, уже хорошо. Доехали. Самое главное, довезли горбыль. Самое главное, довезли доски. Как бы один план уже воплотили в жизнь. Теперь остается у нас только рыбалка. Сегодня план доехать до озера, посмотреть, отдолбить живцов еще посмотреть. Ой, не знаю, сегодня успею, ничего не успею. Хотя бы чисто с разведкой топтануть дорогу до озера. Попробовать выехать на озеро, гляну сначала на лыжах, как там вода есть, нет. Потому что, не знаю, в декабре льда здесь не было. Что сейчас, не знаю. Это вам, это нам. Будьте здоровы. За приезд. Я хлебушка не нарезал. Так, где у меня хлеб? Печку специально не стал кочегарить, чтобы мне было жарко кушать. Закинул 2 березы, ну, пусть они. Уйду, они будут чаяться. Приду, изба уже будет подсохшая немножко. Тепло на улице, хорошо. Очень много времени, конечно, сегодня заняла чистка снега, что в родительском доме часа, наверное, 2 я чистил, перетаскивал все это. Немного с крыши убрал. Тут тоже на крыше много нависло. Сегодня вечерком после ужина можно будет выйти, поработать, не залезая на крышу, чтобы ненароком не порвать толь рубероида. Вот такой вот морс с черной смородиной супруга сделала. Лучше всяких соков. Я говорю, здесь все свое. Вру. Не все свое. Яйца покупные. Хлеб покупной. Ну, по большому счету даже мясо покупное. Остальное все свое. Все. Бегом, бегом. Долго не будем задерживаться. Главное, чтобы живцы были живы. Хотя, если они живы, это будет чудо, потому что я их поймал еще при открытой воде. Кто смотрит меня давно, знает, уже осенью на ловушке я поймал озерных голянов. Немножко на них уже половили щук. Дрюня вот приезжал, поймал 2 крупные щуки, одну поменьше. И Серега поймал на них тоже такую щучку нормальную. Всю зиму они провели в садке, в тюрьме так называемой. Рыба отсюда вся выходит от нехватки кислорода. Если они будут живы, это будет реально чудо. Но в то же время будет это хорошее чудо. Потому что живцов у меня нет. Плотву привезти не получилось. И клюнет, не клюнет окунь. Хрен его знает. Но будем надеяться. В общем, сейчас быстренько кушаем. Идем долбить бутылочку. Друзья, мне кажется, что остаток сегодняшнего дня я проведу возле этой палки. Вон какой толщины лед.
Я уже ледобуром пробурил лунку по шнек. Вот смотрите. Вот так вот. Вот такой вот толщины лед. Грубо говоря, мне по грудь. Был бы сухой, ладно, я бы потихоньку одолбил и все. Так он еще и сырой. В общем, уже полчаса где-то тюкаю. Солнце уже садится. Не знаю, что я сегодня успею. Но отдолблю это 100%. Так что вот так вот это как-то происходит. На две руки уже никак. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот это происходит. Вот так вот. Сантиметр за сантиметром отдалбливаю. Надо. Ладно бы маленькая пятишка была, там 30-ка. Отверстие придется капитально долбить. Полчаса потерял, еще полчаса как минимум, это точно. Как-то вот так вот приходится отдалбливать запущенные лунки. Ой, не знаю, это сломалась палка. Я не знаю теперь вообще, как я ее достану, эту бутылку. Но я упрямый. Буду хоть до темноты, но буду долбить. Как-то вот так. Сейчас надо вот такое примерно отверстие снизу выдолбить и попробовать чем-то, удочкой, блесной, балансиром, не знаю чем, поймать веревку и кусок палки, которая была. В общем, перерубил палку там где-то внутри. Теперь вообще труба. Солнце село, начало темнеть. А я все долблю. Фу, меня шатает. Хорошо, что я еще хоть покушал. Силы есть, так бы вообще труба. Будем долбить до упора. До темноты. Сможем, хорошо. Нет, плохо. Ходит одна. Не выдержала песня. Сломалась. Хорошо, что хоть не утопил. Шуруп удержал. Ну все. Не получилось у меня долбить. Песня у меня одна. И долбить больше нечем. Придется оставить. Блин, была бы палка целая, там отверстие это уже есть небольшое. Но палка обломыш, тоже никак не достать. И крюка нет, ничего такого. Балансир я блесну там оставлю. Бесполезно это все. Типа кошки, крючка, что-то такого. Багорика бы хорошенького, крепкого. Нащупать веревку, поднять. Может быть, бутылка сжалась бы. Ну а так все, не выдержала пешня. Конечно, вот до сюда я долбил. Печалька. И день уже кончился, и ехать далеко. Не знаю, что делать. Топтану все равно дорогу на завтра.
без саней чисто топтану, чтобы завтра проще проехать было. И утро вечера мудренее, наверное, сделаем так. Ничего у нас не получается, но мы находим. Солнце уже вон село за деревья. Светового дня осталось где-то полчаса, не больше. В общем, приехал на протоку. А тут кто-то уже рыбачил, вон видно. Закинул, и вот один живец уже есть. Фу. Наконец-то я присел. О, знаете, сколько времени сейчас уже? 23:56. Время 12 часов ночи. Я только сделал все свои дела. То, что хотел сегодня, все сделал. И можно с чистой совестью сесть и поужинать. Теперь все сделано. Что я сделал? Ну, то, что я сегодня приехал, привез доски, это все уже видели. Намучился, долбил майну, наверное, час, потерял время. Так и не выдолбил, сломал пешню. Съездил на протоку, поймал сколько там, 6 или 7 живцов. Завтра уже будет что поставить на первое время, а потом может там окушок клюнет. Хотя не любит щука этого черного окуня, ну что теперь, плотву не привезли, озерного гальяна не смогли достать. Что теперь? Потом почистил снег с навеса, вот убрал. На крышу не залезал, чтобы рубероид не портить, а так сколько лопаты достал, потому что уже очень много снега, больше метра. И есть риск, что может сломать вот эти бревна. Потом почистил снег с туалета. Туалет тоже еле-еле уже шатался, стоял, и страшно было заходить туда уже, думаю, лучше я почищу, чтобы он не рухнул. Тропу натоптал. С ураганом немножко того повозился, вон руки все в мазуте. Смазал вариатор. А тут там по воде то, что поездили, видать, масло смыло. Что-то, в общем, занимался полезными делами. Спина гудит, ноги гудят, руки гудят. Устал, но в душе это все обалденно просто. Дома я за неделю столько работы не работаю. Даже немножко соскучился по работе физической. Вот она. Вот она. Вот она. Ну а теперь можно и поужинать. Обед у нас сегодня был 12 часов ночи. Уже 10 апреля. Завтра рано вставать. То есть уже сегодня не буду. Даже будильник ставить не буду. Надо отдохнуть. Нормально. Часиков 5-6 хотя бы надо поспать. Иначе я завтра буду точно как вареный ходить целый день. Ну что, давайте, друзья, помаленьке. За ваше здоровье. За наше здоровье. Мы в избе, мы в лесу. И это главное. Основной день заезда, он всегда тяжелый. Основную работу мы уже сделали. Не топтанули, конечно, дорогу на озеро. Но ничего страшного. Завтра с утра посмотрим, что там и как там. Воды очень много на реке, на протоке, на озерах везде. Не знаю, получится, не получится, но попробуем. Хорошая штука шашлык. Второй день уже шашлыком питаюсь. Бессонница меня сегодня мучить точно не будет. Но
На сон грядущий. Печка загудела, я уж думал, что-то едет. Прочитаем пару комментариев. В первую очередь я хочу поблагодарить Ильгиза Наилевича С. за материальную поддержку. Был денежный перевод, даже два подряд, главное. Один, потом второй, 29 марта. Вот. Огромное спасибо. Поддержка сейчас нужна. Монетизацию на ютубе отключили. Доходом мы за свою работу, получается, вообще ничего не получаем. Кстати, огромное спасибо, друзья, всем, кто подписался на мой канал на Яндекс.Дзен и на Рутубе. Яндекс.Дзен, кстати, тоже немножко уже начал приносить копеечку. Первый доход. Только там я почему-то не разобрался, нельзя снимать наличные. То есть деньги переводятся на Юмани. А оттуда на карту перевести никак. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Но оплатить, скажем, ЖКХ, оплатить телефон можно, а снять наличные или перевести на карту у меня что-то не получается. Так вот, первый заработок я вчера или позавчера, наверное, 650 рублей я отправил Леночке, дочери, на телефон. Абонентскую плату. Так что Яндекс.Дзен принес уже первую копеечку. Всем огромное спасибо, кто подписывается. Там за рекламу вроде бы копеечка не капает. Капает за подписчиков. Ну, там такая сыромятина, конечно, этот Яндекс.Дзен, но будем надеяться, что все получится, все образумится, и будем зарабатывать также и на Яндексе. Рутубе-то вообще темный лес. Канал открыл, ролики заливаю. Что-то все сыро там тоже. Видео на модерации, видео загружается, не загружается. Чтобы подключить монетизацию, надо 5000 просмотров, а ролики смотрят только там 2-3 человека. Я не знаю почему. Может, я что-то делаю не так, не знаю. Так что, Ильгиз Наилевич, огромное спасибо за поддержку. Каждая поездка — это, конечно, материальные затраты. Тем более, сейчас я опять летел. В этом году уже третий водонагреватель покупаю. Кстати, вот сейчас скажу пару слов про интернет-магазины. Никогда не покупайте такие вещи, как водонагреватель, там бытовая техника, электроника в интернет-магазинах. Повезло, будет работать. Не повезло, как мне. Вот полгода отработал, я еще и отзыв написал хороший. Все, крякнул, и гарантия 1 год, никого это не колышет. Отправляйте в сервисный центр. Ближайший сервисный центр, город Сыктывкар, это больше 500 километров. Ну, отправлю это, сделаю там заключение, что негодное. Да я на дорогу больше потрачу. Так что туфта полная. Не ведитесь на эти уловки. Тимберг. Во. Потом уже почитал отзывы. У кого-то 2 месяца, у кого-то полгода. Не покупайте водонагреватель Тимберг ни в коем случае. Двойной сухой тен. Долго прослужит. Ага, полгода прослужил и все, крякнул. Так. Хочу передать привет Марьяше. В гостях у Марьяши канал у нас есть такой. Тоже, говорит, хотим привет. Марьяша говорит, смотрит она нас. Вот. Передаем привет Марьяше. Пообещал. И заодно, если уже привет передал Марьяше, то передаю привет и всей нашей банде. Это Оле Мальковой, которая у нас закрыла свой канал «Уралочка на рыбалке» на ютубе. Это было решение Оли. Зато у нее есть канал на Яндекс.Дзен. Также,
Если хотите смотреть видеоролики о рыбалке от Оли Мальковой, заходите на Яндекс.Дзен. Ссылочку тоже оставлю. Ну и Марьяша, конечно, вкусный канал у Марьяши. Готовит просто, готовит вкусно. Все хорошо. Ну и, конечно же, Сергею Башко огромный привет. Серега, держись. Скоро все закончится. Скоро приедешь ко мне в гости. И мы будем в этой избе сидеть вместе за чарочкой рыбацкого и вспоминать, как долго мы этого ждали, как долго мы этого хотели, и что это у нас все получилось. Все будет. Держи хвост пистолетом. Все получится. Такс. Поехали дальше. Геннадию, удачной рыбалки. Можно видео. И передайте привет, пожалуйста, в Казахстан. И мы вам передаем. Это у нас передает привет с Казахстана Андрей Соколов. Огромный привет тебе, Андрей Соколов, с лесной избы. Ну, когда я один, у меня нет такого, что я скучаю, не скучаю, что мне скучно, не скучать некогда. Когда я один, я могу пообщаться с вами на 100%. То есть никто не ждет меня, никто не сидит там над душой. Вот когда ты балаболить закончишь там. Ну, бывает такое, когда вдвоем, троем. Когда двое, то Саня меня еще, понимает, он подождет. А когда трое, я уже просто с вами не общаюсь, не говорю ничего. Потому что, ну, кое-кто этого не понимает. А когда я один, почему бы нет? Вот мы с вами сидим, говорим, поболтаем. Я бы с удовольствием здесь сейчас открыл прямой эфир, но, к сожалению, у меня нет интернета здесь. Слава богу, есть сотовая связь, местами ловит, и я могу позвонить, допустим, домой, сказать, что все нормально, или же наоборот, если что-то случится, я могу опять же позвонить, сказать, что ненормально. Хоть это хорошо, но интернета нет. Был бы интернет, было бы здорово, конечно. Ну, еще на сегодня один, и хватит, пожалуй. Так, Стас Фурсов долго ждал у нас ролика. Видеоролика. Но видеоролики последние, если вы заметили, были, ну, немножко, так сказать, скучновато. Потому что завершение рыбалки по Хариусу на лесной речке у нас было просто ужасно, можно так сказать. Правильно в комментариях пишите, если уже решил, попрощался с лесной речкой, не хрен было туда ехать больше. Нет же, мы попрощались, вывезли всю технику, потом заехали раз. Вот эти серия роликов была перед этим фильмом, когда уже 2 дня вообще ничего не клевало. Так, мало того, прошло 4 дня, Серега Саня говорит, давай съездим на выходные, давай. И на те выходные мы опять же съездили, в пятницу ночью поехали, в субботу порыбачили, поймали где-то каждому по жарехе, в воскресенье не было ни одной поклевки. Я даже видеокамеру не доставал, ничего монтировать не стал, просто нет желания, потому что это было что-то с чем-то, мне все настроение, даже у меня даже упало, потому что все, это 2 недели без клевия. Ну вот, сегодня вот приехали на новую рыбалку, посмотрим, что сейчас получится. Но сейчас уже снимаем, сейчас уже будем показывать, что и как. Потому что нельзя отпускать руки. Кстати, вот кто подписывается на канал Яндекс.Дзен, сейчас там идет у нас на Яндекс.Дзене 2020 год. Ровно 2 года назад. Кстати, ролики, можно так сказать, даже интереснее, чем сейчас, на данный момент. Старые друзья, которые у нас уже 2 и 3 года и 4, конечно, это уже видели. А кто недавно подписался на мой канал, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, и вы увидите не то, что я здесь снимаю, сейчас выкладываю на Ютубе, а потом все это же самое на Яндекс.Дзене. Нет, я сделал свежие на Ютубе 2 года назад на Яндекс.Дзен, а на Рутубе я просто копирую Ютуб. За исключением там вообще паршивых роликов, такие чуть-чуть там немножко убираю, а в основном
Рутуб это копия Ютуба с самого начала. Есть время, я туда заливаю, так что если закроют YouTube, как они все грозятся, то на Рутубе можно будет это все посмотреть. А на Яндекс.Дзене сейчас идет отличные ролики про рыбалку по лесной речке, тогда, когда рыба действительно клевала, и было это интересно. Так, Владимир Лизиков. Привет, Гена, хватит болтать, ложись спать, скоро на рыбалку. Тяжело, говоришь, уезжать, а к 70 что будет? Собирать и разбирать барахло в тягость, как говорят, всему свое время. И еще, завидно мне, всем передаешь привет, передай и мне под-рыбацкий. Саньку привет, уважаю народ с кем и выпить, и поговорить. И на этой же странице тогда уже Валерий Леонтьев. Геннадий, здравствуй, поддерживаю полностью тебя. Вот. Так что давай, Владимир Лизиков, маханем. И на сегодня закончим с приветами. Остальное все завтра. Там еще немножко есть. А то сегодня будет густо, завтра будет пусто. Нет, мы немножко это все оставим на завтра. Так. Владимир Лизиков. Это стопка для тебя. Это стопка для меня. Помните, да, стих? Это стопка для утят, это стопка для котят. Ну, с каждым, кто смотрит в данный момент этот ролик, чокнемся и маханем. За то, что каждый пожелает. Это как у Кигабидзе. То, что я вам сейчас пожелал. И друг другу пусть все пожелают. То, что я вам сейчас пожелал. И там песенка хорошая. Слов не знаю. Главное здоровье. Остальное все будет. И мозгов еще немножко будем. Ядрёно копить. Кто-то пишет мне, говорит, Геннадий, почему запиваешь? Ты весь смак, говорит, это теряешь. Я бы, может быть, и не запивал. Но здесь минимум 55. Минимум, может и больше. 58 бывает. Это минимум 55. Ну как-то вот так. Наш день подошел к концу. Я еще немножко поем. Будем закругляться. Как уже говорил вам, сегодня хорошенечко высплюсь. Часика 5-6 хотя бы. Ну а завтра с утра будет видно, что и как. Так что до завтра. Конец первой части. Мы заехали, мы в избе. Ну, просто так сидеть не будем. Будем заниматься, будем рыбу ловить. А как это у нас получится, мы увидим. Так что всем бурвой. Бурвой покомит и спокойной ночи. Всем пока и до завтра. До встречи на канале Коми Рыбак.